Уважаемые сограждане, мы сегодня должны поговорить об очень серьезной проблеме. Речь идет о национальном образовании. Как мы знаем, в последнее время были большие дискуссии по этому поводу. И сейчас ситуация такова, что в России фактически национальное образование поставлено на колени. И вот наша партия «Свободы и справедливости» накануне выборов заявила в своем программном документе, что мы выступаем за восстановление национального образования. Это очень серьезное заявление, и фактически наша партия является единственной, которая последовательно борется за свободу национальную в сфере образования. Причем мы сразу заявили, что русский язык должен преподаваться как государственный во всех школах в системе образования, но не в ущерб национальному образованию. И вот сегодня я здесь, представляя кандидата в депутата от этой партии, то есть самого себя, пригласил на нашу беседу известного эксперта Марата Вазовшилтполина, который давно специализируется на этих вопросах. Он долго работал в Казани в сфере образования, хорошо знает этот предмет. И вот мой первый вопрос к нему. Марат Вазович, что все-таки случилось с национальным образованием? Национальное образование имеется в виду в государственной системе национального образования. Именно так, да. В России эта система образования прошла много метаморфоз. Изначально система национального образования появилась в 1818 году. Одним из первых декретов советской власти было о введении обязательного бесплатного начального образования на родном языке. Да. И эта политика коренизации происходила до 1932 года. Учитывались среди учащихся дети всех национальностей и контролировалось, обучаются ли они на родном языке и создаются ли такие возможности. После этого постепенно уход от этой политики в сторону унификации и обрусения началось уже постепенно, и где-то после Великой Отечественной войны началось открытое сворачивание образования на родном языке. Естественно, до этого была система подготовки педагогов на родном языке, потом была система подготовки учебников. Все это было централизовано, но государственная система обеспечивала всем народам получение образования на родном языке среднего. Вот в этой связи я просто напоминаю, что я же окончил среднюю школу в 1969 году, и мне посчастливилось обучаться на родном языке. В рабочем поселке недалеко от Казани, поселок Шамардан, была русская школа и татарская. То есть при советских властях, значит, какие-то все-таки системы существовали даже в это время. Да, это в Республике Татарстан, потому что Республика Татарстан подготовка кадров, учебников сохранялась еще до 90-х годов. А в регионах уже подготовка кадров и педагогических кадров, владеющих родным языком, сворачивались. Даже на уровне дошкольного образования, естественно, школы постепенно закрывались. И учебники на татарском языке тоже, они были общероссийскими, но они издавались в Татарстане. Просто централизованно распространялись по всем регионам России. А после 90-го года почему-то ряд государственных деятелей посчитали, что СССР развалился из-за национальной политики, из-за существования республик, а в корне лежала система образования. Потому что причина в том, что люди языкам любым, в том числе родным, обучаются по крови, генетический язык не передается. Для этого нужна система образования. Они решили этот вопрос решить на корню, и Российская Федерация, Министерство образования ликвидировало отдел национального образования, и федеральные власти отказались от развития системы национального образования. Более того, сейчас
Даже термин «национальное образование» в законодательстве Российской Федерации отсутствует. Вместо этого пришло этнокультурное образование. И начиная с 90-го года за это отвечали региональные власти. И только для желающих. Вот это интересно вообще-то. У нас, насколько я понимаю, сфера образования находится сейчас в федеральной компетенции, ведь так? Сейчас да. До 2014 года республики имели компетенции в области этнокультурного содержания образования. Была компонентная система образования. Был национальный региональный компонент образования. Туда включалось обучение на родных языках, далее изучение родных языков, изучение истории и элементы национально-регионального содержания образования по другим предметам. За это отвечали регионы, они составляли программы, учебники и определяли количество часов для изучения этих предметов. Но в связи с внедрением в ГОС, правда, это не из-за федеральных государственных образований, а в связи с этим они ликвидировали национальный региональный компонент, остался только стандарт единый, но в этом едином стандарте оставили национальное региональное содержание образования. Но в республиках все равно шло еще образование, и поэтому уже в 2017 году отменили компетенции республик в области национально-регионального содержания образования. Теперь региональные органы управления образованием и муниципальные органы управления образованием никакого отношения к содержанию образования не имеют. Они не могут определять методические пособия, не могут определять программы, не могут определять учебные планы. Все это определяется федеральным центром, и за содержание образования отвечает лично директор школы. Так, значит, эта революция реакционная, можно сказать, произошла в 2017 году, но это соответствует российскому законодательству в целом? Это российскому законодательству не соответствует, тем более было ограничено уровень образования основным образованием. Среднее образование на родном языке сейчас получать нельзя. Это законодательно установлено законом об образовании, но это является нарушением Конституции Российской Федерации. Согласно Конституции, люди могут получать образование любого уровня на родном языке. Так, это ведь получается, и потом права человека по Конституции Российской Федерации не зависят от владения языком. То есть человек, у него права не могут быть ограничены из-за владения языком. А реально, на самом деле, невладение русским языком резко ограничивает права людей. Это сделано, конечно, в обход Конституции через образовательные компетенции. Если вы не владеете русским языком и не сдали экзамен по русскому языку, вы не можете получать образование среднетехническое, высшее образование, то есть не можете участвовать полноценно в жизни народа, страны, и поэтому обязательность русского языка установлена. Вот обязательность родного языка в законодательстве Российской Федерации не присутствует. Хотя по всем международным нормам владение родным языком является признаком грамотности, главной образовательной компетенции. Федеральные государственные стандарты, они сделаны на основе европейских, общеевропейских образовательных компетенций. Оттуда исключена только компетенция по родному языку. Вот эта ситуация, извиняюсь, мне напоминает немного прошлую историю Советского Союза, когда фашисты приходили завоевать СССР. У них же была установка давать народам России только 4-классное образование. Нет. Нет? Среднее образование. Техническое образование, среднетехническое образование. Высшее образование должно было быть на немецком, а среднее образование оставалось. И все средние школы работали в оккупированной зоне. 1 сентября они начали работать, и Германия успела издать учебники истории. Переиздали учебники истории на родных языках. У нас ситуация, значит, хуже получается? У нас ситуация хуже сейчас. Это вот интересно. Для народов
Я заодно еще припоминаю, что сейчас татарский язык можно изучать только до 9 класса. Да. Следовательно, мы полный средний курс не проходим по родному языку. И, следовательно, по законодательству высшее образование не можем получить. Да, это же получается, что мы уничтожаем сами себя вообще-то. Да. Это вот парадоксальная ситуация, и вот как раз наша партия, Российская партия свободы и справедливости, выступает категорически против такого положения. Мы считаем, что сфера образования должна находиться в руках субъектов, и никакой федеральный центр не должен диктовать само вот содержание этого учебного процесса. Могут быть какие-то общие наработки, которые имеют общегосударственное значение, но сначала должно все сверстаться на уровне субъектов. То есть вот татары в Татарстане являются государствообразующей единицей, значит, здесь мы должны иметь полную возможность получать нашу культуру и наш язык. Других субъектов тоже самое должно быть. Я, в общем-то, против регионализации образования. Там вопрос есть, да. Образование должно быть федеральным, потому что если взять татар, то 3/4 татар проживают вне Татарстана, и они не разъехались из Татарстана. Они живут на своих землях. Просто границы Татарстана были таким образом определены, что большинство татар не попали. И поэтому должно быть, как при Советском Союзе, должно быть в федеральном центре система национального образования. Это я согласен. Система национального образования. Согласен. И федеральный центр должен контролировать создание условий для получения образования на родном языке. И должен создавать эти условия. Потому что теперешнее положение, когда, например, учебники можно применять в школе только из списка федерального центра разрешенных учебников. А чтобы войти в этот список, надо за каждый учебник, за экспертизу 700 тысяч оплатить. Но Татарстан это может поднимать, Башкортостан. А есть другие республики, которые не могут, нет у них таких средств. Нет. А ведь система образования бесплатная. Только на днях, Марат Вазыхович, наш бывший президент, сейчас в Госсовете Тимур Шаймиев, жаловался, что у нас в Москве лежат 32 учебника. Это вообще-то учебники, которые переведены с русского языка на татарский и не могут получить до сих пор утверждение. Вот с чем это связано? Это связано с тем, что даже если... это связано с тем, что Москва стремится, то есть федеральные власти стремятся ликвидировать образование на родном языке на корню. Потому что без учебников и без учителей нет системы. Я больше скажу, например, уже 4 года даже в Татарстане не готовятся учителя, владеющие родным языком. Это математики, физики, химии, биологии. Уже 4 года не готовятся учителя. И контрольные цифры приема, которые контролирует Москва, это дело не предусматривают. Когда вузы же все, они федерального подчинения, когда к ним обращаются, они говорят, у нас нет приема на такие специализации. И это очень серьезная проблема, она проблема такого ментального характера. Это реализация лозунга «Россия только для русских». Да, к величайшему сожалению, наши верхи политические и обслуживающих партий пошли по этому пути. Ну, даже Зюганов заявил, что русский главный народ. Понятно, что КПРФ сейчас стала шовинистической партией. Это уже такие традиционалисты очень отсталого типа. И, конечно, нам с ними не по пути. Вот в такой ситуации, естественно, возникает вопрос, каким образом нам дальше двигаться. Вопрос очень непростой. До сих пор ссылались на то, что русский язык как общегосударственный должны знать все. Я вот из бытовой жизни много езжу, знаю, что, например, татары уже многие русский язык знают лучше, чем большинство русских. Они владеют в совершенстве, да? Как родной язык. Да. И проблемы такой нет, зато есть проблема сохранения родных языков. И вот как раз мы эту проблему решить не смогли, даже в Татарстане, потому что национальная школа сейчас ужалась до бесконечно малого масштаба. Где-то в сельских районах еще татарская школа остатки есть. Это вот остатки старой системы, которая сложилась очень давно, кое-где еще есть. Но на самом деле национальная система образования уничтожена. И вот Марат Вазыхович здесь объяснил, что нет уже и учителей, которые могли бы преподавать естественно-технические предметы на татарском языке. Их не готовят просто. Сейчас вот старое поколение, которое еще обладает такими знаниями, исчезнет.
и уйдет. все, у нас никаких возможностей преподавать на родных языках эти предметы не будут. Но я-то думаю, что татарский язык достаточно развит, и мы в случае необходимости и можем и вузовский уровень обеспечить на татарском языке. Как вы считаете? Я считаю, что татарский язык, конечно, не исчезнет. Оно перейдет из государственной системы уже никем не контролируемые частные предприятия. Например, в России было время, когда был ислам запрещен, мечети разрушали, но они шли в дома. И они сохранились. Но это было уже совершенно другое. Я считаю, что для сохранения страны, для единства страны должна быть единая государственная политика, направленная на сохранение всех народов. Но я хочу сказать, что в федеральной власти тоже есть различные тенденции. Например, сейчас развивается система полилингвального образования. Это федеральная программа. Да. В каждом регионе строятся по 2 школы, современные школы, и где ведется образование на русском, на английском и на родном языках. В Татарстане это тоже есть, в каждом регионе есть. Но, естественно, это зависит еще от работников региональной системы образования тоже. Например, сейчас родной язык является обязательным предметом и включается в обязательную часть программы. Тем не менее, в Москве татарский язык в школах как родной не преподается. Много обращений, кстати, родителей. Я буквально недавно вы в видел курсе, жалобу. Да. Не только жалобу, это предложение, они не жалуются, они предлагают, как это организовать, а вот Департамент образования Москвы категорически против. Там есть такая формула, она, кстати, вытекает из существующего закона о языках. Написано: у нас нет условий для преподавания родных языков. Но условия они должны создавать. Нет, ну естественно, мы налогоплательщики. Для чего нужен департамент образования? Да, нет, они создают условия. Это мы, налогоплательщики, содержим все эти структуры, они за счет наших денег живут. Не только всю структуру, всю систему образования, школы, учебники, учителей, мы содержим. Потом заявляют, что они не могут, потому что у них нет условий. Я вот знаю, извиняюсь, знаю один пример Австралии. Там туда переселился эстонец один. И он потребовал, чтобы им преподавали родной язык. Я знаю, что образовательные учреждения Австралии пошли ему навстречу, и в течение года за счет государственных денег он обучался эстонскому языку. Один человек. Так что вот в цивилизованных странах такие возможности создают, но у нас почему-то считают, что нет таких возможностей. Просто образовательные учреждения, они сейчас неподвижны абсолютно, у них нет такого стимула этим заниматься. И действительно, отчасти это связано не только с шовинистической общей политикой, а связано с тем, что разрушены вот эти структуры, которые раньше существовали. В системе Министерства образования СССР, например, существовали такие структуры, которые занимались национальным образованием. Сейчас таких структур нет. Фактически их надо заново воссоздавать. Это очень важная задача. Наша партия как раз будет выступать за такие реформы, чтобы сфера образования наконец заработала в интересах всех народов. Вот очень часто пытаются противопоставить русских и другие народы. Мы сразу заявляем, мы за русский язык. Русский язык, как общегосударственный, должен преподаваться хорошо. Все граждане должны владеть русским языком, но не в ущерб национальным другим языкам. Конечно, могут быть проблемы с преподаванием. Например, в условиях крупных мегаполисов, в условиях Москвы, например, учеников одной национальности собрать в одном месте бывает трудно иногда. Не всегда, но иногда бывает трудно. Но, Марат Владимирович, сейчас же, возможно, другие варианты. Но преподавать родной язык, например, в Москве очень легко организовать. Для этого надо выявить желающих. И для этого надо вести пропаганду, естественно, что эта система образования должна заниматься. Например, я, будучи замначальником управления образования города Казани, мы создавали условия для обучения языкам всех народов. Мы специально создали воскресную школу. Воскресная школа за счет бюджета. Это единственная в России школа воскресная за счет бюджета обеспечивается. Там все дети всех народов, которые не могут собрать классы, они там обучаются родному языку, родной традиции, истории, и мы за счет бюджета обеспечиваем. В Москве, например, преподавание татарского языка как родного можно бы организовать очень легко. Сейчас дистанционное обучение функционирует.
учителя, например, Татарстана, если они договорятся с министерством, могли бы дистанционно на основе договоров отдельных проводить дистанционные уроки для желающих изучать татарский язык, учащимся города Москвы. Но это очень легко, это, конечно, при желании. Требует некоторых реформ, я думаю. Какой-то центр должен все координировать, ну, министерство, может быть, образование, да. Да, реформ не надо никаких, это департамент Москвы может запросто организовать. Но тогда почему отвечает, у нас нет возможности? А потому что у них в голове сидит мысль: Россия для русских, татары приезжие. Но я хочу сказать, что Москва наша столица. Вот в этой И связи... никто меня не может запретить жить в столице, работать в столице и посещать столицу. В этой связи, я извиняюсь, мне в голову приходит такая мысль. Вообще-то у нас сфера образования находится в руках государства, это государственная система. И вот сейчас я наблюдаю процесс, в Татарстане тоже процесс идет, во многих регионах преподавание татарского языка переходит в мечети, потому что в школах условий нет и не хотят создавать. Родители, не имея возможности находить другие пути, обращаются в мечети, и в мечетях создают курсы по изучению татарского языка и литературы даже. Иногда даже историю изучают там национальную. Это особый предмет. Но вот получается так, что мы налогоплательщики, такие же, как русские, но не имеем возможности использовать государственную систему образования для нашего получения, для образования на родных языках или для изучения родного языка. И автоматически передаем эти функции в какие-то непонятные структуры, которые государство имеет мало отношения. То есть фактически мы возвращаемся к дореволюционной ситуации, когда медресе содержалась за счет самих прихожан, и они вот как раз там проходили обучение, и мы идем обратно в 19 век, получается. В этом ничего хорошего нет, я хочу сказать, для государства, для существования единого государства, который удовлетворяет интересам всех народов, потому что, вы помните, в 1917 году была Великая Октябрьская революция. Она по сути своей была национально-освободительной, потому что Ленин обещал свободу всем народам. В результате это образовалась самостоятельная Польша, самостоятельная Финляндия, и появились национальные республики. И в этом отношении отказ от государственной системы образования, национальной системы образования могут иметь и будут иметь разрушительные последствия. То есть нам предлагают уйти в подполье фактически? Да, но ничего хорошего. Я согласен, в этом ничего хорошего нет. И вот возникает еще один вопрос, который... Я хочу сказать, в мире такие проблемы существуют. Это Россия не единственная такая страна. И проблемы сохранения народов, языков народов тоже существуют. Но они решают полилингвальным образованием. Да. Вот система образования России должна быть полилингвальной. Такие программы были. Эта программа федеральная действовала в 10-14 годах. Были даже созданы учебники полилингвальные для различных регионов, для дошкольного образования, для начальной школы. К сожалению, это распространение дальнейшее не получило, победили другие силы. Но для сохранения страны, для сохранения единой страны мы должны все-таки пойти проверенным путем по созданию системы полилингвального образования. Да, при этом народы сохранятся, при этом языки сохранятся, они будут себя чувствовать комфортно в этой стране, для них она будет родная. И в этом ничего плохого нет. Например, Россию можно любить на татарском языке совершенно спокойно. Согласен, потому что я сам издаю журнал, который называется «Родная земля», Туганжир. Поэтому у нас это действительно здесь родина, и поэтому мы, несмотря на заявление главы ЛДПР Жириновского, что татар отослать надо в Монголию, мы туда не собираемся уходить, скорее Жириновский туда идет. Поэтому мы здесь, как у себя в родной стране, будем вот добиваться того, чтобы наш язык здесь функционировал на нормальном, цивилизованном, конституционном уровне. И вот один из сложных вопросов, который постоянно возникает, и дискуссии были, это проблемы ЕГЭ. Как раз вот я сказал, что окончил национальную школу в 1969 году, и после этого я поступал в Казанский университет. Я вот могу сказать, мой вступительный экзамен принимали на 2 языках. Можно было на татарском сдать, можно было на русском. Я вот выбрал на татарском. Это в Татарстане? В Татарстане, да. Вот при Советском Союзе такое право было дано. Правда, оно не было окончательно узаконено, но такие возможности были. И вот сейчас настали другие времена, и ЕГЭ сделали только на одном русском языке.
Я, например, лично не против ЕГЭ, хотя есть много сторонников других подходов, которые отрицают необходимость ЕГЭ. Я сторонник ЕГЭ, но я думаю, что ЕГЭ должно быть на родных языках тоже. Мы даже в Татарстане, помню, пытались даже это внедрить в жизнь, но потом федеральная политика это отвергла. И сейчас вот, несмотря на все, получается, что дети попадают в неравные условия. До сих пор есть, я уже сказал, школы, где они образование получают на родных языках. Конечно, их уровень владения родным языком хороший, но на русском, может быть, еще недостаточен. Вот, например, я по себе могу сказать, когда я в университет поступил, я первый год испытывал некоторые трудности в связи с тем, что на высоком языке там надо русский язык использовать на высоком уровне. Потом я через год научился. Любой человек может научиться, но тем не менее вот мы разные уровни образования ставим в конкурентную среду. И, конечно, при этом обучавшиеся на национальных языках проигрывают. Именно поэтому родители стараются отдавать своих детей в русскоязычные школы. И в итоге это подкашивает национальное образование, в свою очередь. Как бы один из факторов ликвидации национального образования. Вот как вы считаете, нам с ЕГЭ что сейчас делать? Ваше мнение какое? ЕГЭ и язык экзамена – это два разных вопроса. Единые экзамены, они единые, называются только из-за того, что они являются вступительными экзаменами в вузы одновременно. Человек, сдав одни и те же экзамены, получает аттестат о среднем образовании и одновременно поступает в вуз. Поэтому они ЕГЭ. И при этом сдача ЕГЭ на русском языке, оно только утверждено приказом министра просвещения Российской Федерации. То есть это только не законодательный это не законодательно, это только приказ. Надо внести, извините, только приказ министра просвещения. И это надо реализовать, потому что законодатели не могут, потому что Конституция запрещает. Нельзя ограничивать по языкам права людей. Поэтому это приказом министра только. Правда, этот приказ прошел все суды в Российской Федерации. Все суды оставили этот приказ в силе. Поэтому сейчас уже, хотя Конституционный суд Российской Федерации преподавание татарского языка как государственного утвердил окончательно и бесповоротно, тем не менее, игнорируя Конституционный суд, решение Конституционного суда в нашей стране было отменено преподавание государственного языка как татарского в школах. Так, получается, конечно, интересная ситуация. Фактически мы имеем ведомственное внеконституционное решение. Да, и поэтому я думаю, что наша партия в случае победы займется этой проблемой, потому что это серьезное нарушение. И я с вами абсолютно согласен, что надо все-таки размежевывать понятие выпускного экзамена и вступительного экзамена. Это разные вещи. Не только. Язык сдачи экзаменов нельзя ограничивать. Если человек учился, ведь содержание знаний от языка не зависит. Это да, я согласен. И более того, в современном мире уже знание только русского и татарского недостаточно, чтобы быть конкурентным, потому что наша страна открытая, мы живем в открытом мире, и сейчас уже английского языка знание необходимо. Образование должно быть полилингвальное, то есть люди должны изучать предметы на 3 языках, и на государственном, и на родном, и на английском. Эти терминологии, они же универсальные. По сути дела, в общем-то, математика, физика, химия, отдельно русских терминов нет. Они международные термины. Просто, если бы было полилингвальное образование, это всем бы стало очевидно. Например, я хочу сказать, ни одного учебного предмета названия на русском языке нет. Ну да. Ни одного. Да. Разве что вот русский язык. Да. Все. История это не русское слово. Например, литература это слово не русское. Геометрия, химия, биология, география это все универсальные, они во всех странах одинаково звучат. Поэтому язык обучения это вещь чисто условная. Она нужна, язык обучения нужен для сохранения языка. И поэтому в многонациональной стране, тем более в современном мире вообще понятие страны оно расширено. Люди имеют право и по Конституции Российской Федерации везде, где они хотят. Государство это не может ограничить, поэтому образование должно быть полилингвальным.
включая высшее образование. Вот я думаю, если партия такую цель поставит, это будет самый прогрессивный, самый популярной партией. У нас программа наша рассматривает вот как раз и эти аспекты. Мы даже специально семинары проводили, дискуссию по этому вопросу. Но вот есть еще один такой вопрос, связанный с предыдущими. Это был такой период некоторый, когда прокуратура сильно занималась после 2017 года преподаванием родных языков, и не был решен вопрос о преподавании республиканского языка. Сейчас в ФГОСах республиканский язык присутствует или нет? Сейчас в ФГОС в последнем варианте государственный язык республик присутствует. Там написано так, что преподавание родного языка или республиканского государственного языка находится в обязательной части программы. Это тоже хорошо, да. И это решает уже республики. Или написано, может преподаваться и как родной язык, может преподаваться и гос. Но при этом это, конечно, как вам сказать, слово я точно не могу подобрать, а содержание такое, что... Но при этом выбирают родители, изучать государственный язык или нет. В общем-то, это нонсенс, потому что государственный язык, такого отдельного языка нет. Например, федеральные государственные языковые стандарты откройте, там нет федерального государственного языка. Там просто есть русский язык. И точно так же языки народов тоже это просто языки. А вот государственный, родной, это статус языка. Он содержание предмета не меняет. Предмет может быть татарский язык и только, а вот статус государственного языка говорит, что он обязателен. Да. И если уж назвали его обязательным и говорите, что родители выбирают, это уже, я пример могу привести, это все равно, что сказать сладкая соль. Или горький сахар. Такого на свете не бывает, но сказать можно. Но потом это же довольно нелепая формулировка. На самом деле же учебные предметы фактически, они же учебные предметы добровольно не выбираются, они все присутствуют как образовательный компонент обучения. Конечно. И родные языки государства тоже самое. Вот это центральный вопрос. Да. Поэтому в образовательных компетенциях общеевропейских родной язык является главной образовательной компетенцией. Раз мы все эти компетенции взяли в форме ФГОС, то тогда компетенции по родному языку тоже должны восстановить. Точно так же по родным языкам должен быть итоговый государственной аттестации, и результаты этой государственной аттестации должны учитываться при поступлении в вузы. Ну, спасибо за разговор. Я думаю, что этот разговор еще продолжим, потому что у нас есть еще серьезный вопрос о преподавании такого предмета, как история в школах. Да. Мы займемся в следующих наших передачах. Ну, а так у нас ожидается дискуссия вокруг образовательных дел и на федеральных каналах. Буквально завтра я вылетаю в Москву, как раз будет, хотя и короткая, но дискуссия между представителями разных партий. Наша партия «Свобода и справедливость» выступает за преподавание полноценно родных языков в школах на государственном уровне, и мы будем бороться за это. Голосуйте за нас, и тогда мы эти вопросы будем поднимать на уровне Государственной Думы. Желаю вам успехов. Спасибо.